Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции, также зрители онлайн-подключения. Мы с вами сегодня начинаем пресс-конференцию «Навигаторы детства. Новая философия воспитания». Сегодня мы с вами поговорим про планы на 2023-2024 год. Также мы поговорим о годе реализации проекта «Навигаторы детства» в нашей республике. Хочу представить спикеров сегодняшней пресс-конференции. Макарова Нургулана Владимировна, главный эксперт Российского детско-юношеского центра, руководитель регионального ресурсного центра «Навигаторы детства». Добрый день. Жаргина Юлия Петровна, муниципальный куратор федерального проекта «Навигаторы детства» в Намском районе. Расторгуев Варлам Алексеевич, советник директора по воспитанию школы номер 31 городского округа город Якутск. Матвеев Александр Владимирович, советник директора по воспитанию Республиканского училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. Кузьмин Александр Николаевич, заместитель председателя Совета регионального отделения Общероссийского государственного движения детей и молодежи «Движение первых». И Чьямова Татьяна Васильевна, главный редактор газеты «Юность Севера» и сетевого издания «Кискил-14». Сегодня мы на пресс-конференции расскажем о планах на 2023-2024 год и также о планах реализации проектов «Навигаторы детства», «Орлята России». Главной новостью станет старт проекта «Навигаторы детства» во всех 89 регионах нашей страны и в городе Байконур, и также реализация проекта в средних профессиональных образованиях. И как у нас происходит реализация проекта «Навигаторы детства» с партнерами. И сейчас я предлагаю вам посмотреть наш региональный ролик про деятельность регионального ресурсного центра. Пожалуйста. Мы с большим энтузиазмом начали учебный год, строим планы на будущее и уже приступили к реализации творческих идей и полезных инициатив. Впереди нас ждет много ярких событий, плодотворных встреч и педагогических побед. Сейчас мы расскажем вам о наших основных проектах. С начала учебного года советники директоров по воспитанию начали свою работу во всех регионах России и городе Байконур, в школах и учреждениях среднего профессионального образования, в техникумах, колледжах и училищах. Навигаторы детства – это наставники, которые поддерживают и развивают инициативы детей и вовлекают их в молодежное объединение нашей страны. Советники директоров участвуют в открытии первичных отделений движения первых, активно создают и развивают воспитательные пространства в школах и учреждениях СПО. С их участием в учебных заведениях появляются центры детских инициатив, театры, музеи и киноклубы. Программа для обучающихся младших классов «Орлята России» в этом году была реализована по всей стране, а участие в ней приняли более 62 тысяч классов. Это в 30 раз больше, чем в прошлом. Ребята под руководством учителей принимают участие в коллективных творческих делах и получают звание «Орленок», а самые активные участники ежегодно поощряются поездками во всероссийские детские центры. Нашей основной целью является развитие подрастающего поколения и формирование новой философии воспитания, основанной на духовно-нравственных ценностях российского общества. Впереди у нас большие планы и новые проекты. Каждый год мы реализуем все больше интересных федеральных и региональных проектов, привлекаем детей, родителей и педагогов и вместе с ними открываем новую философию воспитания. Как раз-таки вот хочется побольше узнать про новую философию воспитания, поэтому я хочу передать слово Нургулане Владимировне Макаровой о том, чтобы хочется узнать о том, какие у нас произошли новшества, какие у нас проекты реализованы за этот учебный год и какие у нас будут дальнейшие планы. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу начать с того, что этот год у нас в Российской Федерации по указу президента был объявлен годом педагога и наставника. Да? И в свою очередь хотела бы поблагодарить всех наших специалистов, советников директора по воспитанию, муниципальных кураторов за тот вклад, который они вносят в развитие воспитания и образования в нашей республике. Все мы знаем, что в нашей стране происходит большое обновление системы
воспитательной работы, и в связи с этим у нас появилась необходимость в специалистах нового поколения. И 3 года назад Росдетцентр начал реализацию проекта «Навигаторы детства». Наша республика вошла во вторую волну проекта, и сейчас с сентября 2023 года проект вошел во все 89 регионов Российской Федерации и город Байконур. Навигаторы детства сегодня объединяют 30 тысяч специалистов по всей нашей Российской Федерации. В задачи советников входит развитие воспитательной среды в школах и учреждениях СПО, выявление интересов, запросов и потребностей детей, родителей и педагогов, консолидация родительского, педагогического и детского сообщества, создание условий для поддержки детских и молодежных инициатив через проекты и программы детских общественных объединений и организаций, вовлечение детей в группы риска в социально полезную деятельность. Наши советники преимущественно это молодые специалисты, благодаря которым развивается воспитательная среда. Средний возраст советника по республике у нас составляет 35 лет. Навигаторы детства развивают воспитательную среду, они создают школьные театры, школьные спортивные клубы, военно-патриотические клубы и создают центры детских инициатив. Если посмотреть проект «Навигаторы детства» в цифрах, то в 2021 году, когда конкурс стартовал впервые, в нем приняли участие более 6 тысяч человек из 10 пилотных регионов. В кадровый резерв советников директоров вошли более 3000 человек. Пилотные регионы затем впоследствии стали наставниками еще для 39 регионов России, которые присоединились к конкурсу в 2022 году. Тогда в конкурсе «Навигаторы детства 2.0» приняли участие 45 500 человек, из которых более 28 тысяч специалистов стали победителями, в том числе и наши советники. В конкурсе «Навигаторы детства 3.0» уже участвовала вся страна, все 89 регионов и город Байконур, и, как я сказала ранее, было подано более 30 тысяч заявок. Конкурс составлял впервые в этом году более 3 человека на место советника директора, то есть должность у нас сейчас является очень востребованной. Да? Достижения наших советников – это, конечно, наша гордость. Только инициативные и активные люди, обладающие высокими нравственными и духовными принципами, могут по-настоящему увлечь детей и подростков интересным делом. Для нас очень важно, чтобы каждый специалист в проекте мог реализовать свой потенциал и интересы. Всероссийский проект «Навигаторы детства» является одним из ключевых и наиболее значимых проектов в области развития детей и поддержки семей в Российской Федерации. Целью этого проекта является создание оптимальных условий для развития и воспитания детей. Большое спасибо, Нуркан Владимировна. И как раз-таки хочется от первого лица узнать вообще, кто такой советник, что он делает, получается, в общеобразовательных учреждениях. И хочется передать слово Варламу Алексеевичу Расторгуеву. И хочется узнать о вас, как вы стали советником, что вам это дало, и какая у вас деятельность в школе, и какие возможности у вас. В конце 2021-2022 учебного года я узнал, что появляется новая должность советник директора. На тот момент я работал педагогом-организатором. Ну и, конечно же, если быть честным, не сильно придал значение этой должности. Да? Ну, появится новая должность, так появится. И вот в августе месяце 2022 года директор нашей школы предложила мне сходить, послушать курсы навигаторов детства, послушать, посмотреть и потом уже решить для себя. И вот по окончании курсов, когда я пришел в школу, у меня спросили, готов ли я. Я дал согласие попробовать, почему бы нет. Все, что новое, очень интересное. И вот погрузившись в этот водоворот различных мероприятий, стало очень интересно, потому что здесь проходят различные дни единых действий, разговоры о важном. Вот все проходит очень интересно, мероприятия проходят очень активно, дети принимают активное участие, и поэтому было интересно. И вот хочется сказать, кстати, пару слов про разговоры о важном, которые в начале, когда вот они только появились, многие, не только родители, но и преподаватели, да, ну, учителя, приняли чуть, так скажем, в штыки, потому что все думали, что 2022 год все будет рассказываться только про специальную военную операцию.
Но потом, когда вот мы начали реализовывать эти уроки разговора о важном, все поняли, то, что это не об этом. Это про историю нашей великой страны, про наших великих людей, про победы наши, да. И вот уже второй год, в этом году уже все с удовольствием продолжают данный разговор о важном. Что касается этих разговоров о важном, ну, как бы, может, как пример приведу, да, мы в нашей школе еженедельно в понедельник проводим каждую параллель через актовый зал. То есть все классы проходят у себя в классах. Какая-то параллель, например, вот первая неделя, первые классы, всем классам зашли в актовый зал, и разговор о важном для них проводим мы, советники директоров. Вот. В январе 2023 года у нас открылось первичное отделение движения первых. Также у нас есть Центр детских инициатив. Центр детских инициатив – это то место, где подростки могут реализовывать все свои проекты, идеи, вот, собираются по интересам и работают. Да, это очень хорошее место, дети очень довольны. И вот в этом году наш Центр детских инициатив занял второе место в муниципальном смотре Центра детских инициатив. Вот. Ну и дни единых действий, которые мы, любя, называем деды, вот, проводим совместно с детьми. Дети очень активное участие принимают. Ну и, конечно же, вот на вопрос, что дала мне данная должность, это, конечно же, помощь в реализации подростков с выбором жизненного пути. Ведь потому, ну, как я всегда считаю и говорю, ведь за каждой большой победой стоят маленькие шажки и победы, да. Вот как пример, опять же, приведу. В прошлом году мой выпускник, ученик 11 класса, ныне уже студент первого курса, такой стеснительный молодой человек был, нигде не участвовал. И вот как эксперимент я решил ему дать провести для начальной школы разговор о важном. Человек провел, ему это очень понравилось. Он сказал, дети слушают с интересом. И, соответственно, уже дальше хотел работать. И сейчас он является студентом педколледжа. Хочет прийти в школу, работать учителем. И говорит, может быть, получится даже стать коллегой как советник директора. Вот. Большое спасибо за такой очень душевный, можно сказать, откровенный разговор о том, то, что советник, реально советник в школах является таким маленькой частичкой того, то, что дает подростку в будущем. И хотелось бы узнать от Нюрганы Владимировны о том, как у нас идет проект, как у нас реализуется проект в нашем регионе. Пожалуйста. Ну, я вот, в свою очередь, резюмируя выступление Варлама Алексеевича, хотела бы сказать, что с Варламом Алексеевичем 31-й школой мы давно работаем вместе, со времен российского движения школьников, и я очень рада, что продолжаем работать и в навигаторах детства. Ну, немножко расскажу про наш ресурсный центр. У нас в начале прошлого учебного года появился ресурсный центр «Навигаторы детства». Сейчас у нас работает 10 специалистов. Это у нас информационно-медийное, методическое и аналитическое сопровождение деятельности советников. Да? Советников у нас в этом году стало 760, это 720 советников в образовательных организациях и 40 советников, как я сказала ранее, в учреждениях среднего профессионального образования. И помимо этого у нас, конечно, очень важна роль муниципальных кураторов. Муниципальных кураторов у нас по всей республике 47. Именно они ведут в муниципалитетах работу по сопровождению деятельности советников. Да? От муниципального куратора, как мы поняли, по итогам прошлого года очень многое зависит. Да? Как ведется работа, как реализуется проект в отдельно взятом муниципалитете. И по своей деятельности советники у нас реализуют события, гражданское патриотическое воспитание детей и молодежи. Туда входят и, как сказали ранее коллеги, и дни единых действий, да? Наши любимые деды. Ага.
Дни единых действий у нас реализуются по значимым датам, знаменательным датам Российской Федерации. И с этого года мы реализуем также региональные дни единых действий. Это очень важно, так как мы являемся национальной республикой. И в скорости у нас будут дни единых действий, посвященные, получается, Дню Хомуса реализуются и Дню Олонхода. Всего у нас вошло 8. И потом, помимо этого, советники у нас активно развивают воспитательную среду, создают детские объединения, но сами понимаем, что дети у нас должны быть вовлечены в эффективную воспитательную среду. Это и школьные музеи, школьные спортивные клубы, да, всякие объединения. И, конечно, мы помогаем создавать и первичные отделения Российского движения детей и молодежи, советники, да. И потом у нас в оформлении образовательной среды также мы реализуем проект по развитию центров детских инициатив. В этом году мы буквально недавно провели республиканский смотр-конкурс центров детских инициатив в образовательных организациях. Приняли участие все муниципалитеты, и по итогам при поддержке фонда будущих поколений мы смогли материально поддержать наши центры детских инициатив. И озвучу победителей. Да? У нас номинация «Автономные помещения». Победителем стала Саскалахская школа Анабарского района, и в номинации «Приспособленные помещения» Верхневилюйская средняя школа номер 2 Верхневилюйского района. Победителей было всего 6, и помимо этого наши партнеры Российского движения детей и молодежи тоже выделили призы 6 номинантам. Получается, в этом году мы поощрили 12 центров детских инициатив. Конкурс будет продолжен и в следующем году. И у нас в планах также по развитию воспитательной среды поддержка и тех самых объединений, которые мы, в наличии которых мы заинтересованы, да? Спортивные клубы, школьные музеи у нас также будут поддержаны, но в какой это будет мере, пока вот положение находится в разработке. И потом у нас получается в целях координации эффективной воспитательной работы у нас с прошлого учебного года также мы усилиями ресурсного центра стали создавать штабы воспитательной работы. И сейчас во всех школах, где работают советники, у нас созданы штабы воспитательной работы. Также по инициативе Мегино-Кангаласского района в прошлом году мы запустили конкурс среди штабов воспитательной работы, да, чтобы у нас команды были, понимали, ради чего они работают, были наточены на единую цель, поэтому этот конкурс у нас проводился в рамках сельской педагогической ярмарки, приняло участие 10 команд управленческих, да, в составе советник директора по воспитанию, замдиректора по воспитанию, директора, социального педагога или психолога и классного руководителя. Да. Этапов было очень много, было очень интересно, там показывали визитку, показывали свои умения по методике. И по итогам мы наградили поездкой в Артек победителя конкурса. Это Маинская школа имени Ларионова Мегино-Кангаласского района. У нас поехала в Артек на обучение, да, команды. Потом у нас ежемесячно проводится мониторинг воспитательной среды, и по итогам учебного года у нас были позитивные изменения в развитии воспитательной среды, в развитии детских общественных инициатив, получается, да, и по итогам успешного внедрения проекта по инициативе Министерства образования нашей республики был учрежден нагрудный знак «Лучший советник Республики Саха-Якутия». И первый знак у нас советники получат на Дне детских общественных организаций 19 мая в конце учебного года. Поэтому есть куда стремиться, да, к чему стремиться. Конечно, знак – это поощрение деятельности советников и, конечно, преданности профессии и поднятию статуса наших специалистов. Это по всей Российской Федерации, наверное, единственный регион, где учрежден такой знак наша республика. Потом в целях распространения инновационно-педагогического опыта у нас проводился тоже осенью первый региональный конкурс «Лучший советник-блогер».
И я вот тоже впечатления от этого конкурса были у меня очень хорошие. Я просмотрела, наверное, все работы участников, и было отрадно, что люди уже понимают, над чем они работают, к чему они стремятся, и понимают значимость своей профессии. Да? Именно это было условием конкурса, чтобы они показали, как они понимают профессию советника и свою методическую копилку. Победителем стала советник школы номер 6 села Рылах Мирнинского района Габышева Ольга Ефремовна. И потом хотела бы отметить, что наши советники, которые проходят обучение на всероссийских площадках, делятся своим опытом на наших курсах, на наших семинарах, и поэтому у нас, получается, обучение идет круглогодичное. Да? И по обучению советников у нас проводится школа молодого советника, которая идет тоже в течение учебного года. Каждый месяц наши специалисты или с привлечением федеральных экспертов проводят эту школу. Также в прошлом году мы поняли, что курсами и семинарами, которые проводятся в городе Якутске, всех не охватить, поэтому мы активно в прошлом году выезжали в районы. Мы охватили в прошлом году 15 районов нашими методическими десантами, командой, всей почти командой ресурсного центра мы выезжали на обучение наших специалистов и охватили 15, да? И получается, охват у нас получился 711, и помимо этого, конечно, были онлайн-обучалки, но это, конечно, не такой эффект дает, как метод десанты. Также у нас активно внедряется всероссийская программа развития социальной активности учащихся «Орлята России». Но это очень нужно и важно. Я, как человек, который долгое время работал в школе и в детском движении, понимаю, что у нас как бы начальное звено оставалось в тени, да, прошлые годы. Сейчас у нас появилась возможность именно прокачать ребят начальных классов. И вот успешно внедряется эта программа. У нас участвует 1500 классов, это получается 25 877 обучающихся из 441 школы. Это по охвату района получается у нас все районы задействованы и 2 городских округа. Да? Сейчас у нас в начале учебного года состоялись посвящения в «Орлята России». Помимо этого мы ребят приглашаем на смену в конце учебного года. В прошлом году у нас на базе Центра отдыха и оздоровления «Сосновый Бор» проводилась смена профильная по «Орлятам России». В этом году также она запланирована в июне. Также отрадно, что с введением должности советник директора в учреждениях СПО у нас как бы появился мостик, да, между школой и учреждением СПО. Сейчас, например, ребенок, который обучался в школе, после 9 поступил в СПО, и у него там сохраняется преемственность. То есть он тоже проходит там то же самое, которое у него было в школе. То есть от одного советника, грубо говоря, да, переходит к другому советнику в учреждение СПО. И те же самые там дни единых действий, те же самые там будут объединения по интересам. И, конечно, это единое воспитательное пространство помогает нам развивать новую философию воспитания, как мы называем новое в нашей системе воспитания. Да? Это идея высокой нравственности и морали, приверженности традиционным семейным ценностям, умение сопереживать, ценить дружбу, уважать старших. То же самое, что у нас реализуется, получается, во всех школах, и над чем мы работаем и стремимся к этому. Да, как сказала Нурган Владимировна, у нас в этом учебном году ставки советника директора по воспитанию велись и в учреждениях среднего профессионального образования, поэтому я хочу передать слово Александру Владимировичу Матвееву и хочу попросить его рассказать о деятельности советника именно в колледжах, в училищах и также в техникумах. Пожалуйста. Добрый день. По своей работе, помимо советника, я являюсь преподавателем гуманитарных дисциплин в своем колледже. И вот все задаются вопросом, кто же такой советник? Я хочу ответить так. Мы, советники по воспитанию, считаем, что это педагог, который постоянно самосовершенствуется, работает с коллективами детей. Также мы считаем, что это человек, который является мудрым, добрым наставником для ребят,
который выходит за рамки обычного и открывает двери к достижению каких-то высоких целей. И под руководством Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия и региональным центром Росдетцентр у нас, начиная с августа, начинаются курсы, очные курсы. Например, с 22 по 24 августа на базе Якутского сельскохозяйственного техникума у нас прошли курсы под названием «Навигаторы детства. Новая философия воспитания», где своим опытом поделились действующие советники общеобразовательных школ Республики Саха-Якутия. Были интересные лекции, практические занятия, обмен опытом. И все это позволило нам, советникам СПО, набрать богатый опыт, чтобы применять в своей дальнейшей деятельности. Август закончился, наступило 1 сентября, начался трудовой день. И мы начали планировать свои мероприятия, как было сказано до этого, да, День единых действий, которые были разработаны Росдетцентром, и что очень даже, скажем так, сильно облегчило нашу работу. В наших колледжах были созданы различные активности студентов, такие как движение первых, музеи, кинозалы, центры студенческих инициатив, штабы по воспитательной работе и многое другое. И вот буквально 3 недели назад мы, советники СПО, выехали в Новосибирск. Это Новосибирский государственный педагогический университет, где были все советники со всего Дальнего Востока. Мероприятие прошло очень интересно. Мы решили проводить какие-то совместные проекты. И, допустим, ближайшее мероприятие у нас состоится 28 ноября на базе нашего колледжа, училища Олимпийского резерва, где состоится военизированная эстафета. Примут участие там около 14 колледжей с нашей республики. И хотелось бы выразить огромную благодарность региональному руководству Росдетцентра, навигаторам детства, нашим муниципальным кураторам за регулярное проведение очных курсов. Вот, мы считаем, что это дает нам огромную пользу и понадобится в нашей будущей трудовой деятельности. Спасибо большое, Александр Владимирович. Да, как нас сказали наши советники, то, что большую роль в их деятельности являются наши муниципальные кураторы. И хочется как раз-таки передать слово Нургане Владимировне о том, что у нас по нашему проекту делают наши муниципальные кураторы, как они работают в наших районах. Пожалуйста. Ну, резюмируя тоже выступление нашего советника из учреждения СПО Александра Владимировича, скажу, что мы очень рады, что в учреждениях СПО у нас появилась такая команда сильная профессионалов, да, и буквально на днях вышел сюжет, развернутый о деятельности советников СПО, который получил у нас положительный отклик среди общественности. Было очень много просмотров, и мы рады, что проект таким образом масштабируется. И в этом году мы познаем, конечно, новую сферу в нашей деятельности, это учреждение СПО. Вот на той неделе, буквально в пятницу, я встречалась с директором автодорожного техникума, тоже проговаривали там планы о деятельности советника, и со стороны руководства СПО тоже есть такая поддержка, они очень поддерживают наш проект. Ну, вернемся к муниципальным кураторам, да. Муниципальные кураторы у нас те самые главные люди, которые ведут в районах нашу деятельность. Ну, ввиду географической расположенности наших районов, это очень важно. Считаю, что доехать за один день или объехать хотя бы за неделю всю нашу республику у нас никак не получается. Как я сказала ранее, в прошлом году мы были только в 15 районах, получается, да. Поэтому мы надеемся на наших специалистов, что они на местах ведут большую деятельность в области воспитания подрастающего поколения, обучают наших советников тоже на муниципальных площадках. Да? И сейчас у нас в республике работает 47 муниципальных кураторов, в некоторых районах их по нескольку.
И именно муниципальные кураторы являются значимым ресурсом реализации проекта, обеспечивают взаимодействие и ведется, конечно, большая работа по кадрам, по кадровой деятельности, делопроизводству, потому что у нас оформляются и отпуска, и больничные, получается, да, трудоустройство, все идет через нас, поэтому муниципальные кураторы у нас являются универсалами, я бы так сказала. И я очень рада, что команда, которая у нас была в российском движении школьников, плавно перешла в навигаторы детства. Да? У нас большое количество специалистов, муниципальных кураторов являются как раз кадрами детского движения республики. В алгоритм деятельности куратора входит планирование, организация мероприятий по обмену опытом советников, да, подготовка планов, подготовка отчетов, и, конечно, аналитическая деятельность и информационное сопровождение проекта на местах. Так как у нас очень инициативные районы, я бы так сказала, буквально наша группа постоянно кипит, да, новости из района ведут, и инициативы очень хорошие есть, которые мы поддерживаем. Как и сказала ранее, штаб воспитательной работы, например, это не наша инициатива, это была инициатива района, поэтому и в будущем будем поддерживать работу наших муниципальных кураторов. И хочется поподробнее узнать о деятельности муниципального куратора. Как раз-таки у нас сегодня присутствует Жаргина Юлия Петровна, муниципальный куратор Намского района. Юлия Петровна, пожалуйста, расскажите о своей деятельности, как у вас происходит работа именно в Намском районе. Добрый день. Немного расскажу, как ведется деятельность в нашем районе. Всего у нас в Улусе 25 школ, в которых трудоустроено 29 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями. Как муниципальный куратор я организовываю взаимодействие школ муниципалитета по вопросам воспитания с родительской общественностью, с коллективом школы, осуществляю организационное, информационное и методическое сопровождение деятельности советников. Собираю отчеты, провожу семинары, совещания, участвую в педагогических советах школ и многое другое. Да? Весной в этом году, в мае месяце, мы, муниципальные кураторы, отправились в город Тюмень для прохождения курса по дополнительной профессиональной программе «Организационно-методическое сопровождение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями». Это была большая возможность для расширения кругозора, знакомства и обмена опытом с другими субъектами России. На протяжении 4 дней мы изучали современные методы управленческой деятельности, знакомились с психолого-педагогическими принципами создания воспитательной среды в школе. Мы на протяжении 4 дней прошли не только обучение, да, но и получили массу знаний и, главное, мотивацию на дальнейшую работу. И подводя итоги выступления, немного хотела бы сказать, что благодаря тому, что в школах начали работу советники директоров по воспитанию, климат среди учеников и учителей улучшился. В каждой школе у нас открылись школьные театры, школьные спортивные клубы, военно-патриотические клубы. Все это для самореализации ребенка. Проект «Навигаторы детства» способствует для создания доверительной атмосферы в каждой школе. Думаю, это все скажется на будущее нашей республики. Спасибо большое. Как говорили наши коллеги, то, что у нас существует очень много советников, которые у нас инициативные. Они предлагают предлагают свои проекты, приходят к нам в гости, к нам рассказывают, и мы с радостью, конечно же, это освещаем. И сейчас хочется узнать о том, какие у нас будущие планы на этот учебный год и какие у нас будет взаимодействие с нашими партнерами. Пожалуйста. Сегодня мы подводим итоги и, конечно, смотрим будущее, да? Но в первую очередь у нас стоит в планах реализация нашей методической темы. Это методические десанты в арктические районы республики. То есть мы в этом году постараемся
объехать все арктические районы нашей республики, и начнем мы буквально вот в следующем месяце, 15-16 декабря, мы уезжаем с методдесантом в Верхоянский район по приглашению главы УЛУСа. И потом, во-вторых, у нас стоит организация работы методического сообщества. У нас приказ по Министерству уже образования был издан, и уже в некоторых районах у нас такие сообщества появились. Да? Стоит отдельно отметить работу по грантам. У нас в целях поддержки деятельности наших советников, инициатив советников было создано при ресурсном центре автономная некоммерческая организация «Будущее Якутии». То есть мы планируем участие в следующем году в грантах. Да? И специалист ресурсного центра Екатерина Чинякина, которая является сегодня модератором нашей встречи, стала обладателем гранта, победителем грантового конкурса «Росмолодежь гранты» по проекту «Зимняя школа навигаторов детства». 275 тысяч мы получили на реализацию данного проекта. И целью зимняя школа является нашим крупным проектом, который будет реализован в следующем году, уже второй год получается. Она будет способствовать повышению профессионального роста советников, директоров по воспитанию, обмена опытом и, конечно, команда образования. Да? Также в планах у нас организация региональных конкурсов по созданию воспитательной среды. Мы понимаем, что без материально-технической поддержки развивать воспитательную среду невозможно. Да? Именно вот с помощью конкурсов, какой-то вот поддержки это движение как-то будет более эффективно работать. Будет продолжена также работа по созданию центров детских инициатив. Центры детских инициатив, мы считаем, это рабочее место нашего советника, место, где собираются дети, реализуют свои инициативы. Ну, это пространство как бы детского движения получается, да? И некоторые центры детских инициатив мы уже посетили. Это комфортная, это красивая зона, где можно собираться и обсуждать свои идеи не только с детьми, но и с педагогами, и, получается, с родителями. Да? Также у нас в планах обучение наших советников не только на региональных площадках, но и половина советников у нас пройдут обучение ориентировочно в марте на всероссийских площадках на базе ведущих университетов нашей страны. И также для нас очень важно расширение линейки наших партнеров. И некоторые партнеры, главные партнеры нашего проекта сегодня у нас присутствуют в медиацентре. Да, как раз хотелось передать слово нашим партнерам, Александру Николаевичу и Татьяне Васильевне, о том, какие у нас будут совместные проекты, что у нас делают советники совместно с другими федеральными структурами. И хочется передать слово, во-первых, Александру Николаевичу. Добрый день. Создание движения первых стало обратной связью на запрос подростков на объединение. Впервые детское движение было поддержано на самом высоком уровне, на уровне руководства страны. Как вы все знаете, был издан указ президента страны. В прошлом году был принят федеральный закон о российском движении детей и молодежи. И созданы региональные и местные отделения во всех субъектах Российской Федерации. И здесь в организации, в проведении содействия государственной политики в области воспитания нашим ключевым партнером, конечно же, являются навигаторы детства, которые работают, советники во всех образовательных организациях. И на уровне руководства Республики Саха-Якутия оказывается большая поддержка, выделяется определенное, скажем так, материально-техническое оснащение. В этом году, благодаря поддержке республики, мы, как региональный офис движения первых и навигаторы детства, находимся даже в одном помещении для того, чтобы мы более тесно, межведомственно оказывали содействие именно нашим детям, нашим молодежь республики, чтобы они были воспитаны именно в духе гражданственности и патриотизма. Сегодня в Республике Саха-Якутия создано
629 первичных отделений. Здесь у нас есть кураторы первичных отделений, которые на 35% являются именно советники директоров по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Это говорит о том, что 1/3 наших кураторов – это советники. Они реализуют на местах ту работу, которую вот сегодня рассказывали наши коллеги. И по проведению совместных межведомственных проектов, мероприятий у нас в этом году 35 мероприятий, из них 19 федеральных мероприятий, 11 региональных и 4 партнерских мероприятия. Здесь навигаторы детства, советники оказывают самое максимальное содействие в участии детей, в регистрации на сайте «Будет движение», в регистрации на проекты. Тем самым дети получают доступ к условиям и возможностям для дальнейшего роста, для дальнейшего развития. Поэтому здесь наши планы на следующий год еще шире. В этом году, вот как Нургияна Владимировна отметила, совместные наши конкурсы, вот центры детских инициатив в рамках педагогической ярмарки, смотры, конкурсы, где наши специалисты регионального местного отделения выступили экспертами, говорит о том, что вот именно взаимодействие, межведомственное взаимодействие может помочь в воспитании подрастающего поколения. Хочется отметить, что в следующем году у нас будут, конечно же, очень много также федеральных флагманских проектов. Буквально завтра у нас будет наш региональный форум движения первых. Буквально сегодня-завтра у нас приедут наши участники форума, около 450 участников с 34 муниципальных районов. Здесь также советники директоров по воспитанию включаются в работу. Будут проведены различные мастер-классы, тренинги с участием наших федеральных спикеров. Будет круглый стол в Доме правительства номер 1, где принимают участие главы муниципальных районов, начальники управлений культуры, образования, спорта, молодежной политики, где будем обсуждать также развитие движения первых, ну и в целом про воспитание, про новые философии воспитания. Поэтому здесь еще раз мы призываем, конечно же, всех наших участников образовательных отношений, это учителя, это наши педагоги, родители и школьников, участвовать во всех федеральных проектах, которые проводятся по линии навигаторов детства и движения первых. Спасибо. Большое спасибо, Александр Николаевич. И хочется сказать, что с прошлого учебного года у нас советники директоров по воспитанию стали руководителями пресс-медиа-центров в школах. И хочется поподробнее узнать у Татьяны Васильевны о том, как у нас советники взаимодействуют именно с вашим учреждением, детским издательством «Кискилл». Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Спасибо большое за предоставленную возможность познакомить вас с тем, как работают наши школьные медиацентры. Поскольку детское издательство «Кискилл» сосредоточило в себе все детские государственные издания, которые работают со школьниками и с СПО в том числе, потому что это дети от 0 до 17-18 лет. И я хочу рассказать о том, что основной проект, по которому мы сотрудничаем с навигаторами детства, это школьные медиацентры. Если в прошлом году мы начинали с 40 таких школьных медиацентров, то в этом году их число достигло 163. И представляете, да, даже в малокомплектных школах это как минимум 3 ребенка, это большой-большой охват наших ребят, и мы намерены продолжить эту работу. И я сегодня хочу поблагодарить всех советников, которые работают с нами, потому что первыми откликнулись и поддержали этот проект как раз-таки советники по воспитательной работе и навигаторы детства, наши большие друзья.
Я хочу рассказать еще о том, что в школьных медиацентрах ребята, школьники, не только проходят раннюю профориентацию, не только учатся коммуникативным навыкам, но и работают, не только рассказывают про свои школьные новости, да, но и активно входят в социально-общественную жизнь своего родного наследия, своей малой родины. В том числе ребята принимают участие активное вместе с советниками в создании медиаконтента, регионального компонента федерального проекта «Разговора о важном», потому что мы спрашивали у ребят, как вам рассказать, как вам о малой родине и как воспитать в вас патриотов. Первое, что делают журналисты, это задают вопросы. Да? И ребята очень откровенно, очень открыто сказали, нам нужно как можно больше знать о своей малой родине. И поэтому видеоконтент, который создают наши ребята, в большинстве своем тематически посвящен как раз своей малой родине, истории своего наследия, о людях, которые рядом с ними. И самое главное, ребята открыто и очень радостно рассказывают о тех изменениях, которые происходят в социально-общественной жизни их родных наследов, скажем так. Да? И кроме того, ребята, конечно же, сейчас активно участвуют в освещении всех крупных мероприятий и, кроме того, инициируют еще свои собственные проекты. Вот Александр Николаевич не даст соврать, в начале декабря у нас к нам в гости приедут ребята из других арктических регионов России, это Мурманская область, Архангельская область, Республика Коми, и все вместе будут рассказывать, участвовать в проекте «Север ВКонтакте». И еще я бы хотела сказать, уже вот резюмируя свое выступление, да, то, что в этих школьных медиацентрах ребята учатся дружить и узнавать друг друга не только в рамках своей школы, да, не только в рамках республики, но и выходит на межрегиональное сотрудничество, да, потому что главное стремление всех ребят во все времена – это было желание дружить, да, и стремление жить дружно, расширять свой круг друзей. И, конечно же, навигаторы детства в этом первые наши помощники. И очень активно проводится работа. Сейчас, если уж обращаться к цифрам, да, то вот 163 медиацентра школьных сейчас ежедневно создают 1213 единиц медиаконтента. Это и школьные новости, это и интервью с главами наследов, это и, конечно же, по всем проектам освещения информационное, да, и в том числе создание образовательного медиаконтента. Благодаря этому, в большой степени, я считаю, благодаря этому наше сетевое издательство keskil14.ru в этом году стало лучшим детским сетевым изданием страны. Поэтому большое спасибо нашим навигаторам детства. Благодаря тому, что они очень активно вовлекаются в процесс, высокая вовлеченность, высокая заинтересованность в результате. Да, и я хочу отметить, что навигаторы детства большие молодцы в том плане, что они всегда открыты новому. Да, большое спасибо. Большое спасибо, Татьяна Васильевна. Да, как сегодня сказали наши коллеги о том, что многое у нас уже сделано, предстоит тоже очень много, даже больше, чем сделано, поэтому, Нургулана Владимировна, вам итоговое слово нашей пресс-конференции. Пожалуйста. Ну, подводя итоги нашей сегодняшней встречи, хотелось бы поблагодарить всю команду навигаторов детства Республики Саха-Якутия за самоотверженный труд во благо развития нашего подрастающего поколения. И, конечно, огромное спасибо за поддержку проекта Министерства образования и науки нашей республики, нашим партнерам, детскому издательству «Кескиль», Российскому движению детей и молодежи. Будем и дальше развивать проект и вносить лепту в развитие воспитания наших детей. На этом наша пресс-конференция заканчивается. Большое спасибо всем участникам конференции. Также большое спасибо телезрителям, кто подключился к нам в онлайн-трансляции. Всем большое спасибо. До новых встреч.